Пытки – слово, от которого люди содрогаются до сих пор, живя в современном мире. Недопущение пыток и жестокого обращения – одно из направлений работы многочисленных международных организаций, борющихся с данным негативным явлением. К числу первых международно-правовых актов, запрещающих пытки, относится Всеобщая декларация прав человека, а также Международный пакт о гражданских и политических правах. В Республике Молдова с пытками борются и на национальном уровне. Однако их применение до сих пор имеет место в нашей стране и в частности в Гагаузии. Согласно статистическим данным прокуратуры Гагаузии, за 2007 и 2009 года поступило 60 уведомлений о нарушении прав человека. Возбуждены уголовные дела в отношении 14 работников полиции в Гагаузии из-за применения пыток. За этот период также были осуждены 5 сотрудников полиции. Но знают ли наши граждане о том, что пытки – это не просто страшные исторические события прошлого, но есть и сегодня? Пыток нет уже, это точно. Думаю, эти времена уже прошли, что люди стали более ответственно относиться к этому, я имею в виду силовые структуры. Основываясь на мнении людей, можно подумать, что пытки в прошлом. Но, как показывают статистические данные, это не так. Возможно, кто-то заблуждается, возможно, кто-то не сталкивался с этой проблемой. Есть также такой вариант, как страх высказать открыто свое мнение. Но все же нашлись такие граждане, для которых пытка – это не просто слово. Это есть, да, такое. Это всем известно. Бывают такие факты. Я думаю, что бывает, потому что мы, может, и не знаем это. Конечно, бывает, я думаю. Не то, что не так, чтобы избивали, но насмехались больше. Применялись и применяются. Коллекторы бывают, которые это делают, банковские. Я сам работал в органах, и мы не принимали пытки. А в настоящее время, может быть, сейчас в последнее время нет, а раньше принимали. Например, задолжали деньги коллекторов, нанимают, они выпутывают эти деньги. Вообще-то пытки принимают те, которые не умеют работать. Слабость показывает. Но как можно бороться с пытками? Куда следует обращаться человеку, если к нему были применены жестокие действия? Есть структуры, которые можно обратиться сейчас и как бы защищать. Есть и горячие линии, есть и другие системы. Там как бы я не думаю, что простой человек как-то сможет защититься от этого. Обратиться можно только к хорошим знакомым, Да. которые повыше сидят. Только так. Сейчас и суд такой, и адвокаты такие, что доверять нельзя никому. Если ты обратишься в ту полицию, то есть у них связи есть, и как бы ты все равно ничего не добьешься. Тебе только хуже будет. У него даже случился какой-то, ситуация, например, попал в какую-то ситуацию, из которой он не может выйти. То есть, если он не найдет какого-то знакомого или связи каких-то не будет иметь, он не сможет сам справиться с этим. В Молдове есть многочисленные организации, деятельность которых нацелена на защиту жертв пыток. Но, как показал общественный опрос, люди не верят, что свои права можно защитить.